находимся на берегу Тюбского залива. Здесь всего за один день водолазы собрали вот столько мусора. Чаще всего им встречалось стекло, битые бутылки, пластиковые бутылки и рыболовные сети. Сотрудники МЧС вытащили из данной акватории почти 6 километров рыболовной сети. Отметим, что работы по очистке дна и побережья озера Иссык-Куль проводятся по поручению президента Садыра Джапарова. С начала вот таких очистительных работ сотрудники МЧС достали свыше 3 тонн мусора. Генеральная уборка озера Иссык-Куль началась 12 марта. Почти месяц, как водолазы собирают мусор с глубины от 3 до 40 метров. Отмечается, что ранее таких масштабных работ по очистке не проводилось. На сегодня все работы проводятся в рамках указа президента о неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль. При проведении поисково-спасательных работ и оперативных действий рабочая группа передвигается на катере «Дельта». Его специально привезли из Турции. С его помощью водолазы поднимают мусор и рыболовные сети со дна озера. Сейчас водолазная группа очищает акваторию озера Иссык-Куль. Для этого им помогает вот такая специальная программа «Гармин». Можно назвать ее навигатором, чтобы маршруты не дублировались. Здесь отмечаются те участки, которые уже были очищены. Помимо этого, с ее помощью можно узнать обстановку на дне озера, ее глубину, существующие препятствия и даже то, что находится на дне озера Иссык-Куль. Сотрудникам МЧС браконьерские сети приходится вылавливать из акватории часто. Рыболовные сети наносят непоправимый вред фауне озера. Синтетические материалы, из которых их изготавливают, прочные и долговечные и практически не разлагаются в воде. Рыболовные сети убивают и травмируют рыб. В них также запутываются и погибают водоплавающие птицы, животные, обитающие в прибрежной зоне. Водолазы не раз доставали брошенные километровые сети с мертвой рыбой. Сотрудники МЧС здесь нашли специальную вот такую веревку. Ее установили рыбаки, чтобы затем на них же потом установить рыболовные сети. Сотрудники МЧС и соответствующие органы сообщили, что это является незаконным действием. Плюс ко всему этому браконьеры после ловли рыбы не всегда забирают с собой сети. Вместо этого они просто выбрасывают их обратно в воду или на береговую линию, вследствие чего вода и прибрежные территории засоряются. Вместе с водолазной группой уборкой озера занимаются и инспекторы по экологии. Они на месте выявляют факты незаконного рыболовства. Рыболовством могут заниматься только удочники, которые будут ловить рыбы удочкой до 10 килограммов. Но при этом они должны иметь при себе необходимые разрешительные документы. Иногда во время очистки озера от рыболовных сетей водолазам приходится сталкиваться с неприятными ситуациями. В таких случаях безопасность для водолазов обеспечивают инспекторы. Встречаются и такие случаи, когда браконьеры силой не дают водолазам убрать рыболовные сети. В таких ситуациях мы обеспечиваем безопасность для водолазов. Мы посменно проводим инспекцию. Чтобы отдыхающие не получили различные травмы от битого стекла или брошенных металлических предметов, водолазы спускаются в воду, чтобы очистить прибрежную зону. Ведь, отправляясь купаться, многие не подозревают, что может скрываться под водой. В целом, сотрудники МЧС, туристско-экологическая милиция и представители Министерства природных ресурсов прилагают все возможные усилия, чтобы выполнить поручение президента, а именно очистить дно и побережье озера Иссык-Куль. В состав воды озера Иссык-Куль могут входить различные микроорганизмы и химические вещества, которые могут вызвать опасные инфекционные заболевания. И чтобы обеспечить безопасный отдых для кыргызстанцев и туристов, сотрудники Санэпиднадзора регулярно проводят сезонный, глубинный и прибрежный анализ воды озера Иссык-Куль. Исследования проводятся на общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии. Также проводят исследования на патогенный сальмонеллез. Вот исследования пробы, то есть посев пробы сделали. Сейчас потом ставится в термостат, выращиваем 37 градусов
24 часа. Завтра делаем на плотные питательные среды пересев. И там уже смотрим, какие микробы выросли. Кроме того, серьезное негативное влияние на чистоту озера и в целом на экологию оказывают сотни пансионатов и домов отдыха, которые находятся и работают непосредственно в прибрежной зоне и не оснащены надежными очистными сооружениями. В результате в озеро попадает большой объем загрязненных сточных вод. Именно по этой причине указом президента был введен запрет на работу пансионатам, не имеющим очистных сооружений. Инвентаризация жүргізіліп, жалпысынан 1126 По поручению президента мы совместно с местными властями и другими соответствующими органами провели инвентаризацию пансионатов. Всего по Иссык-Кульской области имеется 1126 объектов отдыха. Из них у 126 есть очистные сооружения, а 40 подключены к большим сооружениям по соседству. Они получат разрешение на работу в предстоящий курортный сезон, а остальные не получат. По указу до 1 июня все пансионаты должны построить очистные сооружения. Те, которые не успеют к этому сроку, не будут работать. Добросовестные предприниматели соблюдают установленные правила и подчиняются букве закона. К примеру, у пансионата «Каприз» имеются современные очистные сооружения, которые соответствуют всем требованиям. Здесь сточная вода проходит 3 этапа очистки с помощью живых бактерий, барабанной очистки и ультрафиолетовой лампы. Аэробная система очистки. Аэробные бактерии, они очищают воду сточную. Сооружение наше с 2015 года работает. Техника какая используется? Я говорю, аэробная система очистки. Как еще объяснить? Вот все налицо, запаха нету. 99% почти очистка. Некоторые объекты отдыха имеют системы водоотведения, однако их качество не соответствует установленным требованиям. К примеру, у пансионата «Золотые пески» инженерные коммуникации не обновлялись со времен Советского Союза. Союз уағынан бері, Союз уағында салынған очистное сооружение. Мындан бір 4-5 жыл мұрын жақсы істетіп бұл жер қаралып. В это очистное сооружение сточная вода не поступает с прошлого года, потому что все насосы и трубы устарели и пришли в негодность. Грязная вода не доходит до сооружения и выливается во все стороны. Из-за этого прошлым летом здесь стоял ужасный запах. Поступали жалобы от жителей. По этой причине мы подали иск в Управление внутренних дел Иссык-Кульской области. Во исполнение указа президента многие пансионаты, дома отдыха уже начали строить индивидуальные очистные сооружения. Однако данный пансионат до сих пор находится в таком состоянии. Такими темпами этим летом мы не дадим ему разрешения на работу. В свою очередь, руководство данного пансионата сообщило, что уже в ближайшее время приступит к решению проблем с инженерными коммуникациями. Мы отправили письмо в госимущество и ждем финансирования. И полные уходы мы должны сейчас готовимся к открытию реконструкции очистного сооружения центра отдыха «Золотые пески». И надеюсь, к сезону мы успеем эту реконструкцию сделать. Указом президента о неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль Кабмину было поручено обеспечить строительство и реконструкцию очистных сооружений в городах Балыкчы, Каракол и Чолпон-Ата. На сегодняшний день реализуется строительство канализационной линии и очистных сооружений в городе Чолпон-Ата, в Бостыринском вальном округе и в Карагульском вальном округе. Значит, реализация данного проекта планируется на конец 2023, начало 2024 годов. На сегодняшний день идет проектирование центральной магистрали и очистных сооружений. Значит, охват примерно мы предполагаем сейчас примерно 80-100 тысяч человек. Значит, по итогам реализации данного проекта вопрос о канализации, со сточными водами уже, можно сказать, что полностью снимается. В целом в Иссык-Кульской области начались работы по привлечению инвестиций и внедрению новых технологий. Также в рамках указа будет реализована комплексная госпрограмма по охране Иссык-Куля и социально-экономическому развитию биосферной зоны на 2023-2026 годы.
Ахпер Нурдинова, Чингис Тохторбек, Улу, ЛТР, итоги недели.